9:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Всем привет, это радио Крым Реалии, у микрофона я, Катерина Некреча, и сегодня с вами мы будем говорить о важных темах. Я знаю, что многие уже соскучились по прямым эфирам, было несколько выходных, вот суббота-воскресенье без прямых эфиров и понедельник еще, потому что в Украине отмечали Троицу в воскресенье, выходной выпал на понедельник, поэтому эфиров не было, мне уже писали в соцсетях о том, куда же мы пропали, мы не пропали немного, просто может график в зависимости от летнего периода, да, как там, какие праздники, выходные выпадают, может он немного меняться. Но тем не менее, дорогие мои, мы с вами каждый день в эфире, напомню, на 105,9 FM, можно слушать нас круглосуточно. Также мы доступны на сайте Крым Реалии. Скоро анонсирую, да, что мы будем доступны на средних волнах по всему Крыму. И это круглосуточное вещание радио Крым Реалии. Там много разных программ, много программ наших партнеров, например, там украинская или русская служба Радио Свобода. Также там есть программы на русском и украинском языках от «Голоса Америки», и это все крутится в нашем эфире. Кстати говоря, программы отобраны лучшие, информационно интересные, телеканал «Настоящее время» также есть в нашем эфире, и, конечно же, производство Крым Реалии, которое мы делаем в студии здесь у нас, в прямых эфирах, в записях в том числе. Поэтому, если вы хотите постоянного присутствия не только в крымской тематике, а вообще в контексте вообще самого важного, что происходит в мире, оставайтесь с нами на 105,9 FM или же на сайте Крым Реалии. Отдельно наши эфиры можно слушать в аудиоформате на сайте Крым Реалии. И также это можно сделать в Ютубе и в Фейсбуке. Поэтому я думаю, что наш постоянный зритель, слушатель знает, что можно для просмотра эфира вооружиться вопросами, потому что, собственно, мы с вами можем коммуницировать легко и просто это делать в прямом эфире, в комментариях. Да? Вы можете писать свои комментарии с вопросами, с какими-то вашими уточнениями, может быть, с вашим мнением каким-то и прочим. Да? Вы можете звонить к нам в эфир по номеру телефона абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер, который позволит нам с вами встретиться в эфире и, собственно, обменяться мнениями. Да? Вы можете задать вопросы гостям в студии. Вы можете задать вопросы гостям, которые находятся на телефонной связи, и это крутая возможность услышать, высказать ваше мнение и быть услышанным в эфире. Поэтому призываю вас, звоните нам 8 800 10 06 926. Есть еще номер также для жителей материковой части 044 400, тут я забыла, сценарий нет перед глазами, вот крымский номер знаю, понимаете, наизусть, это сейчас вам скажу. Слушайте, сегодня тема нашей программы, наш интернет-зритель уже видит, для чего Тамила Ташева идет в депутаты. В нашей студии через несколько минут появятся гости эфира, и мы будем, безусловно, говорить о том, что ждет нас на парламентских выборах. Во-первых, когда они будут, этого мы еще не знаем. Но кто уже идет из крымских активистов, из крымско-татарских активистов и также представителей Меджлиса крымско-татарского народа по спискам разных, что, кстати, нужно сказать, украинских партий. Вот все это мы будем обсуждать в наших эфирах. И сегодня мы начнем с одного конкретного человека. Буквально через несколько секунд мы начинаем, а вы задавайте ваши вопросы. Как вы думаете, как могут достойно представить крымчане, крымские татары, вопросы Крыма и вообще этот крымский регион, да, в украинском парламенте, что для этого нужно, кто туда должен идти, в этот парламент, какие вопросы должны обсуждать украинские депутаты, да, что можно сделать для Крыма на уровне Верховной Рады Украины. Вот ваши варианты ответов на эти вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях или же звоните к нам в эфир вот уже сейчас 8 800 10 06 926 для того, чтобы мы все это с вами обсудили. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. С вами радио Крым Реалии. Итак, крымские татары идут в Верховную Раду в разных списках украинских политических партий. Это происходит впервые, вот что именно в разных списках. Раньше кандидаты от Меджлиса шли в списках одной партии. Об этом все знали, это анонсировалось. Но вот лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и замглавы Меджлиса Ахтем Чигоз были включены в списки партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Прошу прощения. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров стал третьим
в партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Давайте сделаем небольшую паузу и вернемся. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Так вот, председатель Меджлиса Рифат Чубаров стал третьим в списке партии «Сила и честь» Игорь Смешко. Первый замминистра информационной политики Украины Мине Джапар идет в Верховную Раду в списке партии «Украинская стратегия» Гройсмана. Не надо говорить, кому она принадлежит, да. А вот голос Святослава Вакарчука ведет в Раду исполнительного директора компании «Астем», делегата Курултая крымско-татарского народа Рустема Умерова и координатора инициативы «Крым-СОС» Тамилу Ташеву, который в нашей студии. Тамила, здравствуй. Здравствуйте. Первый вопрос. Как формировался список? Из того, что рассказывает Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, что все кандидаты, кримські татари, вони узгоджувалися, да, Меджлисом, то есть насколько это был какой-то жесткий список, то есть Мустафа говорил о том, что подавался список там из нескольких кандидатов, да, и потом уже партия, например, решала, кого брать или кого не брать, и, в принципе, Меджлис устраивала, ну, там, любые кандидатуры, да, лишь бы были максимально представлены крымские татары в разных списках. Поэтому вопрос первый. Как происходил этот отбор? Лично предлагали тебе, например, идти в «Голос», да, или это через Меджлис все происходило? И второй вопрос, почему на этих выборах впервые все-таки в разных списках партий? Ну, во-первых, следует сказать, что лидеры крымских татар сказали о том, что мы идем в Верховную Раду по разным спискам политических сил, ну, которые имеют проевропейскую направленность, продемократическую. И, в принципе, эта традиция, она неизменна. В весь период независимости Украины Меджлис крымских татар принимал участие в выборах и шел с теми силами, которые действительно были проевропейскими, продемократическими. И если проследить, там это был и Народный рух Украины, и партия «Наша Украина», позже это был блок Петра Порошенко, да, то есть все силы, которые заявляли о европейском пути развития Украины, о том, что крымские татары в контексте развития Украины имеют особый статус как коренной народ Украины, которые могут реализовывать право на самоопределение, да, ну как бы об этом можно говорить дальше. И поэтому, что касается этого года выборов, этой парламентской кампании, то я не знаю, я не вхожу в Меджлис и не являюсь делегатом Курултая, каким образом принималось решение в Меджлисе. Действительно, со мной связывались с Меджлиса и говорили о том, интересно ли было мне поучаствовать в парламентской кампании, но для меня, наверное, ключевой такой точкой, когда я решила, что я хочу идти в парламент, и это нужно делать в парламенте, делать изменения, которые мы делали на протяжении 5 лет во время общественной работы. Были консультации с таким, ну, я его называю молодым поколением крымских татар, да, которые также не входят в Меджлис, не являются делегатами Курултая, но занимают активную гражданскую позицию в различных сферах. Это и сфера бизнеса, это и сфера общественного, это сфера журналистики. И тогда после таких длительных консультаций, в первую очередь с этой группой людей, я приняла решение, что да, можно пробоваться и идти в парламент. Поэтому я не знаю, какие были внутренние коммуникации, как внутри Меджлиса, так и с теми политическими силами, с которыми мы, собственно, сейчас идем в парламент. Да? Но мне кажется, достаточно правильным является, что в Раду по спискам политических партий проходит новое поколение крымских татар, и Рустем, и я, в принципе, и Мине Джапар. Мы являемся этим новым поколением, которые, да, не входят в управляющие органы Меджлиса, однако мы понимаем, что нам необходимо брать на себя большую ответственность и идти в высший законодательный орган власти и менять что-то изнутри, потому что с общественной позиции, да, общественного деятеля очень многие изменения можно
делать, но достаточно сложно, да, и когда ты идешь с сильной командой, а я считаю такую команду сильной, для себя принимая решение, если бы мне предложили идти с какой-то другой политической Вот я хотела бы силы, уточнить, да, важно ли для тебя это было или нет? однозначно. Однозначно для меня было очень важным идти с «Голосом», потому что я считаю, что это не просто проевропейская партия, да, это партия, с одной стороны, новых молодых лидеров, которые привносят эту новую политику, основанную на ценностях, это очень важно. Это все люди, которые действительно не принимали участие в предыдущих и парламентских созывах, и это люди, которые с незапятнанной действительно репутацией, и очень многих из них я знаю лично, со многими людьми мы коммуницировали и до момента съезда политической партии «Голос» мы во многих вопросах коммуницировали и относительно крымских татар, прав человека, прав людей на оккупированных территориях, поэтому я точно знаю, что это действительно в адженде нашей политической силы, которая идет в парламент. Это не пустые слова. Лидер партии Святослав Вакарчук неоднократно говорил, собственно, о важности Крыма, важности возвращения и сохранения этих связей с оккупированной территорией. Поэтому я бы очень много раз подумала, если бы мне предложили какую-то другую политическую силу, и вполне возможно, и скорее всего, я бы отказалась, потому что для меня важно, с какой командой я иду. А этой команде я действительно доверяю, это молодые профессионалы. А кто предложил именно поучаствовать в списках партии «Голос»? Это от Меджлиса уже было или непосредственно это были от очень разные, «Голос»? это были очень разные коммуникации, как со стороны Меджлиса, так со стороны моих друзей, которые являются этим вот новым поколением крымских татар, да, это и люди непосредственно с «Голоса». На самом деле в «Голосе» была очень простая процедура. На самом деле нужно было подать свою анкету и изъявить желание, что ты хочешь попасть в списки партии «Голос». Это был номинационный комитет, состоящий из 7 человек, и поэтому решение непосредственно в партии «Голос» принималось большинством людей, да, каждому человеку, которого номинировали в список, выставляли определенное количество баллов. Я не знаю, сколько я баллов получила, но это абсолютно прозрачная процедура, и любой человек, как крымский татарин, крымчанин, человек, который живет или выходец с Донецкой и Луганской области, мог это сделать абсолютно открыто и изъявить свое такой желание. кастинг, да, можно сказать, да? Тамила Ташева в нашей студии, и мы говорим о том, каким образом крымские татары идут на парламентские выборы, которые мы еще не можем сказать точно, когда, кстати, к слову, да, состоятся. Это уже другой вопрос, но тем не менее эти списки уже опубликованы, оглашены, поэтому в наших эфирах будем по очереди всех звать для того, чтобы обсудить, что и как происходит. У нас есть слушатели, давайте послушаем. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, как вас зовут и ваш вопрос или комментарий. Здравствуйте, я звоню из Харьковской области, пенсионерка Лариса меня зовут. Я до 98-го года жила в Крыму 36 лет, а сейчас я вернулась на свою маленькую родину, Харьковщину. Дело в том, что при мне возвращались крымские татары, значит, когда я еще жила, я их очень уважала, это замечательные люди, трудолюбивые и так далее. Но сейчас меня удивляет, почему они во все партии, которые проходные считаются в Верховную Раду, хотя они все порошенковские, сейчас они меня просто разочаровывают. Это Порошенко решил их рассовать, своих агентов, во все партии, чтобы они там на него работали. Это просто теперь подстилки порошенковско-олигарховские. Я прошу всех, призываю всех наших слушателей быть уважительными друг к другу, к аудитории остальной, к нашим гостям, которые в студии, да, и вообще к теме. Поэтому это ваше мнение, оно прозвучало в этом эфире. Могу сказать молодому политику Тамиле Ташевой, да, которая вот баллотируется, идет в списках
одной из политических сил. Кстати говоря, надо тут заметить разницу быть членом партии или идти в списках. То есть Я являюсь членом, ты являешься я членом являюсь партии. членом партии, я вступила в партию «Голос», и да, я прохожу по спискам. Для меня это тоже было очень важно, потому что вне зависимости от того, сколько голосов наберет партия «Голос», пройду я или я не пройду, очень важно, что те наработки, те инициативы, которые, собственно, будут исходить от меня относительно Крыма, оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, внутренне перемещенных лиц, они в дальнейшем будут подхвачены командой, которая войдет в парламент, и будут реализованы. Нам намного будет проще работать, в том числе продвигать те инициативы, которые уже сейчас есть и наработаны. Что касается телефонного звонка, я бы на самом деле хотела частично откомментировать. Дело не в том, как проходят крымские татары, либо вообще крымчане, я бы говорила, и по спискам каких политических сил. Очень важно, что это партии демократического направления, это проевропейские партии, готовые изменять. И, в принципе, изменять мир, да, и Украину вообще к лучшему. Но вопрос в чем, что действительно был очень большой запрос на изменения в стране, да, и мы видим, что запрос на новые лица, новые смыслы и ценности, да, и сейчас мы живем после уже выборов президентских, да, мы имеем нового президента, который на самом деле заводит очень большую политическую силу в парламент. Это на самом деле большие изменения, и вообще подходы к ведению политику будут несколько иными. Да? И поэтому я бы не говорила, что там кто-то с Порошенко и какие они и так далее. Мы новая политическая сила, не зависящая ни от старой власти, ни от новой власти, которая в лице нового президента пришла. И очень важно, что если те изменения, которые будут предлагаться президентом Зеленским и его фракцией, будущей в парламенте, будут импонировать и будут идти в разрезе наших интересов, конечно же, партия «Голос» и та фракция в парламенте, которая будет, она будет их поддерживать. И это очень важно. Очень важно сейчас поддавать руку поддержки и не говорить, что там вы плохие, а мы хорошие. Да? Очень важно, чтобы те идеи, которые у нас есть, чтобы мы могли их внутри парламента реализовывать меньше. Потому что запрос на новое, он очень большой, и этот запрос мы прекрасно понимаем, потому что на протяжении 5 лет с момента аннексии Крыма мы не видели действительно качественных изменений. Поэтому партия «Голос» создала, и она идет в парламент для того, чтобы изменять ситуацию к лучшему. В первую очередь я говорю о вопросах Крыма и оккупированных территорий. Несмотря на то, что, кстати, ныне действующий парламент, да, он, в принципе, на 30-50%, если знаешь точную цифру, скажи, был обновлен. Это тоже важный момент, да, насколько будет обновлена новая Верховная Рада, то есть пока мы видим по спискам действительно очень много лиц, которые никогда не были в политике или же никогда не были депутатами Верховной Рады, и сейчас они идут по спискам. То есть, действительно, возможно, в этом плане, во всяком случае, изменения. Качественно будет это или нет, но уже, безусловно, увидим качественно нужно в процессе. Будет работать, а вопрос того, что это будет кардинально новые силы, которые войдут в парламент, это однозначно. Мы понимаем, что и партия «Голос» войдет в парламент, и я думаю, что с достаточно большим количеством голосов это и партия «Слуга народа», которая войдет, и это, скорее всего, в общей сложности будет большинство голосов украинского парламента, поэтому однозначно нас ждут очень большие изменения, и тот запрос, который был у общества на новое, он, конечно же, будет оправдан. Тамила Ташева в нашей студии. У нас есть звоночек из Крыма, насколько мне говорят, в аппаратке, поэтому, пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь, ваш вопрос или комментарий. Добрый день, пани. Я крымчанин, подчеркиваю, русский крымчанин. Так вот, пани Никречи, я хочу вас поблагодарить за тему вашей сегодняшней передачи, потому что нам, крымчанам, да вообще русским, очень важно знать, какие политические силы придут в парламент Украины. А наличие татарских националистов, как, впрочем, и украинских, которые являются историческими и непримиримыми врагами России, это маркер того, какую политическую линию будет вести данная партия. Спасибо, пани Никричи.
Спасибо большое, дорогой наш слушатель, за то, что вам интересно, что вы интересуетесь. Мы очень рады быть той медиаплощадкой, которая отвечает вам на эти вопросы, который приглашает в студию тех или иных, вот уже, судя по всему, судя по рейтингам, но это мы посмотрим, да, во всяком случае, кандидатов в народные депутаты Украины, да, и, ну, у вас такое мнение, да, вы подчеркнули такую историю. На самом деле, мне вот чисто интересно, вы, отключился уже наш слушатель, да? Интересно просто, или есть на связи, вам что надо, чтобы условно русские крымчане приходили в Верховную Раду Украины? Чтобы они тогда отстаивали. То есть какие права Крыма, по вашему мнению, должны отстаиваться в Верховной Раде Украины? Слушайте только, пожалуйста, в трубочку, а не в мониторе или на радио, где вы слушаете. Дорогой наш слушатель, слушайте эфир в трубку телефона, если вы нам звоните, потому что отставание есть в интернете или в радиоэфире, поэтому, так, нет никакого сигнала, окей, да, ну вот перезвоните еще раз или кто-то другой, кто позвонит, что вам важно, какие ваши вопросы, какие вопросы крымчан, какие вопросы аннексированного Крыма, по вашему мнению, должны обсуждаться, должны выноситься в Верховной Раде Украины. Это очень важно знать, да, что вы хотите, какой вектор должен быть, что вы хотите, почему вам это интересно, раз вы считаете себя там русским крымчанином, да, почему вам тогда так интересно, что происходит в Верховной Раде Украины на эту тему? Мне, вот, правда, вы раскроете тогда свои ответы, свое мнение, чтобы мы могли там дискутировать или уже, и понимать, о чем мы дискутируем. Тамила Таша в нашем эфире, наша тема называется «Для чего Тамила Ташева идет в депутаты?». Это будет серия интервью с разными кандидатами на самом деле. Тамила, ты уже подчеркнула о том, что ты не есть выдвиженцем Меджлиса, ты не есть членом Меджлиса или Курултая, что ты из гражданского общества, да, крымская татарка, украинка из гражданского общества, которое вот идет в Раду. И про партию «Голос» в списке, членом которой ты являешься, и это, кстати, первое твое членство в партии? Да. Это впервые, да? И по спискам, которые ты идешь в Раду, то есть насколько важна личность Святослава Вакарчука в этой политической силе, вот для тебя лично, да? Представим себе, что был бы тот же список людей, твоих коллег, да, соседей там по списку, но не было бы Святослава Вакарчука. То есть для тебя насколько важен именно этот фактор? Ну, личность Святослава Вакарчука как лидера партии, конечно же, очень важна, да, потому что это человек, который имеет действительно ценностную базу, да, и он ценностно ориентирован. Это очень важно. И поэтому те люди, которые приходили в политическую силу, тогда еще даже не сформированную, которые просто вели разговоры о том, каким образом хотелось бы менять страну, что необходимо делать в сфере судебной реформы, антикоррупционной реформы, что необходимо делать в сфере медицины, образования, оккупированных территорий. Это те вопросы, на которых, конечно же, те эксперты, которые вошли в политическую силу, они находили отклик у Святослава, потому что это образованный человек, да, это профессионал, это не только певец, как очень многие привыкли воспринимать. Святослав длительное время работал и вел общественную деятельность, да, он очень много работал с молодежью, у него были образовательные проекты, он ездил и обучался в Стэнфорде, он беседовал с действительно величайшими умами вообще мира, да, и поэтому, конечно же, человек ценностно ориентированный, он не может не привлекать внимание. Кроме этого, для меня на самом деле, когда Святославу закидывают вопрос его парламентского участия уже в 2007 году, то на самом деле для меня это был, наоборот, хороший маркер и показатель его как человека с высокими моральными ориентирами и ценностями, да, потому что тогда, понимая, что в той системе координат менять ничего было невозможно, он решил честно отказаться тогда от мандата, да. Но он в то же самое время, пока он был в парламенте, он исполнял все те необходимые действия, которые нужно было делать. Да, он приходил в парламент, он работал с другими депутатами над различными законодательными инициативами. Это было важно. И поэтому для меня, конечно же, очень важна личность Святослава. Кроме этого, он неоднократно говорил о
о важности сохранения этих связей между Крымом и материком, между оккупированными территориями Донецкой и Луганской области и подконтрольными территориями. Вот я тебя перебью, это но очень важно. какие по поводу Крыма, да, какие основные направления вы уже обсудили, и по каким направлениям будет партия «Голос» в Верховной Раде работать именно по Крыму? Вот главное, самое направление. Если говорить о Крыме и вообще оккупированных территориях и внутренне перемещенных лиц, и главный месседж, наверное, который мы говорим, это вопрос достоинства человека, да, и что нам необходимо вернуть человека в центр принятия любых решений. И поэтому, когда мы говорим о сохранении этих связей, и что уже есть в программе политической нашей силы, уже описано, и еще будут дополнения к ней писаться в программе, то мы говорим о том, что если нам необходимо отменить закон про свободную экономическую зону Крым, это необходимо делать, потому что это унижает человеческое достоинство, потому что мы все являемся гражданами Украины, а не людьми, которые являются нерезидентами, да, имея украинский паспорт. Если мы говорим о человеческом достоинстве, то мы за то, чтобы человек, живя на оккупированной территории, чтобы он максимально просто мог получить свой украинский паспорт, свое украинское свидетельство о рождении, там, либо любой другой документ. Это упрощение процедур, да, и, конечно же, над этим мы будем работать. Это вопрос коренного крымско-татарского народа, потому что в апреле 2014 года Верховная Рада приняла постановление о признании крымских татар коренным народом и его представительских органов, и это необходимо довести до конца принятием уже законодательных актов. Это закон про коренной народ. Да? Это вопрос языка. Это, конечно, касается в первую очередь крымских татар и реализации прав. Это вопросы, связанные с политическими заключенными, ну, если говорить грубо, да, вообще это людей, которые преследуются по политическим мотивам и находятся в местах лишения свободы и улучшения социального обеспечения этих семей, самих этих людей. Поэтому спектр вопросов на самом деле очень большой. Мы эти все вопросы обсуждали, и мы видим понимание каждого из членов команды, потому что мы хотим, чтобы о вопросах Крыма и оккупированных территориях говорили не только крымские татары, крымчане в списках нашей политической силы, а говорил лидер партии Святослав Вакарчук, и говорили все те люди, которые входят либо по спискам, либо являются мажоритарщиками, будут проходить по мажоритарным округам, потому что для каждого из этих людей в списке действительно Крым — это ценность, и люди, которые живут на оккупированных территориях, это ценность. Это мило. А что насчет автономии для крымских татар? Потому что вот Мустафа Джемилев в одном из интервью на днях сказал, что, например, по поводу «Слуги народа» и по поводу президента Зеленского непонятно, как он относится к национально-территориальной крымско-татарской автономии. Да? Мы знаем, что за эти годы Петр Порошенко обещал во время своего президентства, но так и не смог в парламенте, там, как-то сказать, провести этот закон, да, и довести дело до конца, как говорят в Меджлисе крымско-татарского народа. Поэтому вопрос к твоей политической силе. Какое отношение вот к этому вопросу, собственно, к такому статусу Крыма? Этот вопрос еще дискутируется. Однозначно политическая сила «Голос» говорит о том, что мы должны защищать права крымских татар как коренного народа. Мы говорим о вопросе самоопределения крымских татар согласно международному праву и защите этих прав согласно международного законодательства. Поэтому над формами, да, есть еще определенные дискуссии, но понимание, что крымские татары как коренной народ имеют право на самоопределение, оно есть, но в первую очередь важно говорить, что эти права, которые должно обеспечивать государство Украины, оно максимально согласовано согласно международному
праву, да, и это неотъемлемое право крымских татар, поэтому запрещать его, конечно же, мы никак не можем, а только будем делать все, чтобы максимально содействовать реализации таких То прав. есть в партии «Голос» тут дискуссия о формулировках, да, вокруг Да. такой автономии, и может быть и дискуссия, я так понимаю, между разными крымскими татарами, которые представлены будут в Верховной Раде И в на том самом числе. деле это абсолютно нормально, потому что вопрос крымско-татарской автономии или права крымских татар на самоопределение в рамках украинского государства, это очень важно, да, артикулировать четко, что... Это 100%, и мы видим на протяжении этих 5 лет, да, что информации очень часто может не хватать, в том числе там зрителям, слушателям, которые вне политической повестки настолько глубоко, но мы будем также продолжать об этом говорить в наших эфирах также. Тамила Ташева в нашей студии, она кандидат в народные депутаты в списках партии «Голос», и мы будем продолжать наши эфиры, звать разных кандидатов. Пишите, кстати, кого бы хотели услышать вы.